эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Дальний Восток и Арктика на пороге больших перемен. Президент России утвердил механизм выдачи крупных кредитов по 3% годовых. Какие регионы получат финансирование и как это повлияет на жизнь местных жителей? Кто получит льготы на проезд по рекам? В Якутии обсудили новые правила перевозок на судах на воздушной подушке. Лечение и поддержка семей. В Дубне открылось реабилитационное отделение для участников СВО с уникальными семейными палатами. В церемонии открытия принял участие Герой России Николай Евдокимов. Спорт и знания. В Якутии на Всероссийской олимпиаде по физкультуре не только соревнуются, но и учатся. Тренеры получают ценный опыт на лекциях и мастер-классах. В День республики дополнительный выходной 27 апреля выпадает на воскресенье, поэтому отдыхаем 28 числа. Кому положен дополнительный выходной, узнаем подробности. Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года. Премьер Михаил Мишустин назвал документ ключевым для развития государства. Внесенные обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними, транспорту, точнее, соответствовать происходящим в мире изменениям. Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивании выпуска промышленности и приоритетное использование именно отечественного оборудования. Энергостратегия России предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к 2050 году на 20%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. И что мировой спрос на нефть будет расти как минимум до 2035 года. 100 миллиардов рублей направят на развитие Дальнего Востока и Арктики. Президент России Владимир Путин утвердил механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов регионам Дальнего Востока и Арктики. Средства будут предоставлены на срок до 15 лет по 3% годовых. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание с главами дальневосточных регионов и федеральными министрами, посвященное вопросам выдачи кредитов и реализации мастер-планов. Он подчеркнул важность не только строительства объектов инфраструктуры, но и оптимизации расходов для повышения эффективности экономики Дальнего Востока. Подготовлен, значит вооружен. Служба спасения Якутии заканчивает подготовку к паводковому сезону. Заключительные заречные формирования уже отправились к местам дислокации. Как идет подготовка, смотрите далее. Последние недели выдались жаркими для спасателей Якутии. Они продолжают комплексную подготовку к паводковому сезону. За это время проведен осмотр имеющегося оборудования, при необходимости осуществлен ремонт, а также отправлены спасательные формирования в заречные улусы. Сегодня идет допроверка лодок и текущий ремонт некоторых лодок, и также проверка моторов. А также сегодня будет на тот берег, то есть на Нижний Бестях, уже отправляться автомобильная техника, а также пункт временного размещения в виде палаток. И уже будут дожидаться своего часа, когда к работе по предназначению. Прошли комплексные проверки во всех филиалах службы спасения Якутии. А их насчитывается порядка 11 и в 4 городских отрядах. Как заявили сотрудники, они находятся в полной боевой готовности. А значит, в любой момент готовы сорваться к месту размещения сил. Начинается уже паводковый сезон каждый год. Моя группа едет в Омгу, составит 3 человек. Оперативная группа номер 3. Получается, вот сегодня будем технику и оборудование уже на тот берег переправлять, в Нижний Бестях. Потом уже с закрытием, когда начнется половодье, тогда сами на Ельбисе поедем. Осмотр лодок – это лишь малая часть в подготовке сотрудников спасательных формирований. В скором времени к делу приступят десантные формирования и взрывные отряды. В улусах наши филиалы будут. Это в Колыме, Колымский отряд они сами. В Заречном районе Татинская поисково-спасательная группа, там 9 человек уже подготовились. И в скором времени построения там будут все о готовности отчеты отправят. И Вилюйская группа, там у нас 3 отряда. Вилюйская поисково-спасательный отряд, Нербинская и Сунтарская отряды. И в Ульяновске уже они готовы, так как ледоход будет начинаться
с нашей матушки Лены. В канун закрытия ледовых переправ были доставлены вещи и необходимая техника в Амгинский район. Ожидается отправка сотрудников и оборудования в Алданский район. В конце апреля, начале мая оставшиеся формирования отправятся в ближайшие со столицы региона районы. Любовь Васильева, Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Ослабление прочности льда на реках Якутии – необходимая мера для безопасного прохождения паводка. Оно проводится двумя методами – зачернение и распиловка льда. Эти меры снижают вероятность образования заторов на начальной стадии ледохода. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Одной из важных задач по предотвращению катастрофических последствий паводка становится зачернение рек. Работы проводятся в местах, где возможны заторы. Лед зачернили смесью угольной пыли и песка. Конечно, такие работы проводить надо. Они более эффективнее, меньше бывает заторов. Таяние идет быстрее в хорошую погоду солнечную. Ну, раньше и бомбили, и взрывали. В основном взрывали, залаживали взрывчатку и взрывали, чтоб лед пошел. Большие заторы. Вместе с этим проводится распиловка льда. Она подразумевает создание каналов на поверхности. Это уменьшает прочность ледового покрова и облегчает его разрушение естественным течением воды. Из-за того, что у нас техника часто ломается, у нас только буквально вчера, сегодня работы возобновились, но тем не менее отставания от графиков работ нету. По схемам 1-2 под городом Якутска уже участки, все участки, можно сказать, на 80% уже расчищены от снега и льда. Всего на эти работы по всей республике привлечено более 100 человек и 50 единиц техники. Данные меры помогут минимизировать последствия паводка и защитить от наводнений население прилегающих территорий. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Кангаласы. С 15 апреля по всей Якутии закрываются ледовые переправы. Единственным законным способом перебраться на тот берег будут суда на воздушных подушках, которые будут курсировать со станции Намыв в 204-м микрорайоне Якутска. О сроках закрытия переправ и тарифах на перевозку расскажет Вероника Таюрская. Работа ледовых переправ подходит к завершению. В ближайшее время закроются все автозимники, за исключением маршрута Якутск-Нижний Бестях, где снижена грузоподъемность до 4 тонн. Учитывая значительное повышение наружной температуры, изменение структуры льда, сегодня уже на многих автозимниках и ледовых переправах идет снижение, и 15 апреля они в основном все должны быть закрыты. Есть отдельные особенности, которые нужно отметить. На переправе Якутск-Нижний Бестях на федеральной дороге Колыма принято решение о продлении сроков работы ледовой переправы грузоподъемностью до 4 тонн до 17 апреля. Когда закрывается переправа, к работе приступают воздушные подушки. По сообщению Министерства транспорта региона, на местах отправления суден дежурят ответственные группы, и при необходимости будет осуществлена перевозка людей. В настоящее время все хивусы, ирбисы и аэровоты готовы к эксплуатации. Подушки еще не вышли на регулярное сообщение. Сделаны пробные рейсы, так как еще ледовая переправа не закрыта. То есть как ледовая переправа закроется, подушки стоят на берегу в полной готовности. Готовность 100%. Как ледовая переправа закроется, так сразу выйдут. Стоимость будет 2500 рублей. В момент, когда будем применять тяжелую технику, такие как аэробот, стоимость будет 5000 рублей. Выше 5000 не будет. Ценообразование и подготовку судов на воздушных подушках обсудили на совещании в Государственном собрании Илтумен, участие в котором приняли Министерство транспорта и перевозчики. Я надеюсь на то, что наше совещание пройдет на должном уровне, и предприниматели, они люди все разумные, они все понимают о том, что здесь государство не может регламентировать непосредственно тарифы. Почему? Потому что это частное. Государство не вкладывало туда ни копейки, поэтому они могут назначать цену.
Министерство транспорта Якутии убедительно просит соблюдать разрешенную грузоподъемность на ледовых переправах, а также дождаться официального запуска работы судов на воздушных подушках. Вероника Таюрская, Владимир Павлов, Станислав Потапов, Якутск. Якутия направит почти 6 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами в этом году. Средства пойдут на тушение пожаров, развитие авиамониторинга и создание новых авиаотделений авиалесохраны. Планируется открыть 5 новых авиаотделений, 2 из которых будут расположены в арктической зоне, в Среднеколымске и Белой горе. Остальные появятся в Витиме, Сене-Ахтахе и Жиганске. С февраля сотрудники лесопожарных формирований проходят обучение и тренировки. Всего в борьбе с лесными пожарами будет задействовано 5676 человек и 1779 единиц техники. Бессмертный полк в Якутии вернется к традиционному формату в этом году. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Он подчеркнул, что память о героях Великой Отечественной войны жива в каждой семье. И проведение шествия всегда находит широкую поддержку у жителей Якутии. Глава региона поручил организовать мероприятия на самом высоком уровне и обеспечить все необходимые меры безопасности во всех населенных пунктах. Напомним, что в 2023-2024 годах из-за пандемии коронавируса акция проходила в онлайн-формате. Не померкнут эти дни. Якутский музей запустил проект к 80-летию Победы. Проект включает цикл выставок и мероприятий, центральным из которых станет аудиовизуальная экспозиция «Голос фронта», открывающаяся 18 апреля. Выставка основана на фронтовых письмах Николая Егорова, участника Великой Отечественной войны. С помощью мультимедийных технологий посетители смогут не только прочитать, но и услышать письма солдата, погрузившись в атмосферу военных лет и узнав о сражениях за Сталинград, Орел, Бухарест, Будапешт и Вену из первых уст. Путь к победе. Команда спасателей во главе с председателем правительства республики Кириллом Бычковым покорила самый высокий пик Якутии – гору Победы. Ее высота составляет чуть больше 3000 метров, а протяженность пути экспедиции составила порядка 5 километров. Акцию посвятили 80-летию Великой Победы. При этом ключевым мероприятием стало водружение символа этого знаменательного события на вершину горы. Как отметил Кирилл Бычков, восхождение заняло у команды 10 часов. Еще 8 они потратили на спуск. Всего участие в походе приняли 9 человек, в том числе министр по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков и начальник службы спасения республики Иннокентий Андросов. Мы отдали дань памяти, уважения нашим предкам, которые отстояли для нас нашу землю, нашу родину. И мы хотели своим вот этим мероприятием еще раз подчеркнуть эту важность и всем нашим будущим поколениям, нашей молодежи передать вот эту вот, испытав такие сложности, трудности с восхождением, вот эту энергию победы. Герой России, сотрудник компании «Алроса» Николай Евдокимов принял участие в открытии реабилитационного отделения для участников СВО в подмосковном городе Дубна. В новом отделении созданы лучшие условия для лечения и восстановления бойцов. Предусмотрены даже семейные палаты, где военнослужащие могут проводить время со своими родными. Вместе с Героем России в передовом медучреждении побывали наши коллеги из московского филиала. Особые слова благодарности Герою России из Якутии, специально приехавшим нам сегодня вместе с нами открыть это отделение. Почетная миссия запуска маяка Победы в наукограде Дубна вместе с Вероникой Скворцовой, главой Федерального медико-биологического агентства, поручена Герою России, гвардии-ефрейтору Николаю Евдокимову. На старт, внимание, марш! Снайпер группы специального назначения после возвращения из Украины проходил лечение в санатории Бесчегда. Там врачи очень хорошие, там кандидаты наук. Я там сам лечился, приехал с СВО, был 59 килограмм. Просто за 1,5 месяца поставили на ноги, вылечили.
В медико-санитарной части номер 9 ФМБА России открыли 3 новых высокотехнологичных подразделения. Отделение медико-психологической реабилитации участников СВО, кардиологическое и неврологическое модули. Гостям клиники провели экскурсию по свежеотремонтированным этажам. Показали все самое передовое – приемный покой, кабинет компьютерной томографии, круглосуточные операционные и образцовый пример пациентоцентричности профессиональной команды медиков. За 2 года с момента открытия рентгеноэндоваскулярной операционной нашей ангиографической службы существенно улучшилась ситуация с сосудистым здоровьем людей. Вот за один прошлый год снижение смертности от сосудистых заболеваний более чем на 10% достигнуто. Минимальная летальность. Выполнено уже более 4000 вмешательств, различных операций, диагностик. Сейчас на данный момент в сосудистом центре мы выполняем замкнутый цикл лечения пациента. В отделении реабилитации участников специальной военной операции предусмотрена семейная палата, где военнослужащие могут проходить лечение вместе со своими близкими. Для пациентов, получивших тяжелые травмы, на месте будут оказывать все виды медицинской и социальной помощи, в том числе и протезирование. А работники социальной службы окажут содействие в решении вопросов по социальным выплатам и пенсиям. Подобная практика будет растиражирована на все реабилитационные центры нашей страны. В области реабилитации примерно такое же мы создали у нас на базе санатория Бесчегда. И, конечно, хотели бы сотрудничать. Абсолютно уверен, что это будет полезно, особенно нам. В новых отделениях будут работать мультидисциплинарные команды медиков, когда вокруг одного заболевшего человека формируются целые команды специалистов, которые по единому плану помогают пациенту выздороветь. Туяра Константинова, Виктор Олесов, Москва. Далее смотрите самые актуальные события из Ленского района в подборке новостей от наших коллег. Прошедшие дни в Ленском районе были насыщены различными мероприятиями. В спортивном зале «Олимп» состоялся традиционный семейный конкурс «Мама, папа, я. Спортивная семья». В эстафете приняли участие 9 семей. Командам были предложены занимательные, а иногда и очень непростые конкурсы, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Взрослые участники семейных соревнований нисколько не уступали детям в ловкости, азарте и воле к победе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и громко переживали. С каждым новым конкурсом обстановка накалялась. Спортивный праздник удался на славу. Соревнование судило строгое, но справедливое жюри. Победила семья Беловых из детского сада «Теремок». Все участники были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Мы не готовы к таким мероприятиям. Я выступаю, конечно, на соревнованиях, но не другого совсем уровня. И мы впервые участвовали в эстафетах таких интересных, классных. Тут, я говорю, у меня до сих пор руки трясутся. Это не менее волнительно, чем на республиканских соревнованиях выступать. Здорово. Общее родительское собрание для старшеклассников и их родителей прошло в юности в минувшие выходные. Организаторами выступили районное управление образования и Ленский технологический техникум. Информационное мероприятие длилось 2 часа. За это время специалисты Комитета по молодежной и семейной политике, также представитель техникума и руководитель по управлению персоналом Новоленской АТЭС рассказали ребятам о начале набора в Ленском технологическом техникуме для обеспечения кадрами Новоленскую ТЭС, о целевом наборе и гарантированном трудоустройстве по востребованным в Ленском районе направлениям. Также о возможностях обучения за счет района. Огромное количество людей, местных кадров, нужно будет трудоустроить, обучить здесь, сейчас, уже в ближайшие 2-3 года. Поэтому мы, конечно, бы хотели, чтобы они пошли к нам в Ленский техникум, на базе которого мы сейчас, начиная с 2025 года, открываем и готовим специалистов и рабочие кадры для именно нашей новой электростанции. В выходной день в 3-й городской школе состоялось патриотическое мероприятие. Этот день мы приближали как могли. Подготовка длилась 3 месяца. Задействованы были и ученики, и педагоги, и родители. Каждый класс подготовил свою локацию по различным темам. Дети войны, собаки во время войны, военные песни и многие другие. Очень трогательно все ребята представили свои задумки, вжились в роль. Гости не могли сдержать слез. Всем приглашенным удалось поучаствовать и в конкурсе молодого бойца. Я успела одеться на время, шнуровать берцы, потом успела разобрать и собрать автомат Калашникова и прошла тактическую медицину, где завязала бинт на раненого, потенциального раненого человека.
На днях участнику специальной военной операции Виктору Старикову вручили медаль «Ветеран боевых действий». Мужчина ушел в зону СВО с самого начала военной операции добровольцем. Отслужив полгода, боец достиг предельного возраста военной службы и был уволен в запас. В 2023 году он вернулся домой. Сегодня Виктор Алексеевич работает педагогом в технологическом техникуме. Преподает дисциплину по патриотическому воспитанию детей. Рассказывает студентам историю военной жизни, учит быть патриотами и любить свою родину. Я веду с ними работу и политическую обстановку в стране объясняю. Ну и как дела проходят на фронте, какая сегодня техника, кто с нами воюет. Сподвигло, что надо идти защищать своих русских людей, тем более в Горловке у меня живет сестра двоюродная. Такими были события уходящих дней. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Мирнинском районе состоялся семинар Федерации профсоюзов Якутии, на котором обсуждались изменения в законодательстве и перспективы дальнейшей работы. Мероприятие началось с подписания обновленного соглашения между Федерацией профсоюзов Якутии и Мирнинским районом. В рамках этого соглашения Федерация будет осуществлять общественный контроль за соблюдением государственных гарантий, в то время как район обязуется содействовать стабильной занятости населения. В этом соглашении как раз Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия берет на себя обязательства в содействии разработке нормативно-правовых актов, которые регулируют социально-трудовые отношения. Это очень важные документы. Ну и, естественно, будут осуществлять общественный контроль за соблюдением социальных гарантий. Якутские шашисты поборются за медали чемпионата Европы в Турции. Якутию на соревнованиях представят ведущие шашисты республики, которые поборются за медали в молниеносной, классической и быстрой программах. Имена победителей станут известны 20 апреля, сообщает Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд. За Якутию выступят Гаврил Колесов, Николай Гуляев, Айсен Егоров, Сандара Апрасимова, Тунара Федорова и другие. В Хатасах разыграли путевки на игры Манчары по масс-рестлингу. Республиканский турнир, посвященный первому мастеру спорта Якутии по масс-рестлингу, заслуженному врачу республики Петру Каратаеву, собрал 209 спортсменов из 31 команды. В соревнованиях взрослых было разыграно 102 путевки на игры Манчары. Мужчины соревновались в 9 весовых категориях, в каждой из которых было разыграно по 6 путевок. Женщины поборолись за 4 путевки в каждой из 7 весовых категорий. Напомним, что ранее в Нюрнбергском районе прошли отборочные соревнования по масс-рестлингу среди детей в 8 весовых категориях. В Якутии продолжается соревнование финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Так, среди девушек начались спортивные игры по флорболу, баскетболу и футболу. А для тренеров из регионов проходят лекции и мастер-классы. Подробности в сюжете Тимура Колмогорова. Сосредоточенность и тишина – залог успешности прохождения круга. Участницы соревнований поочередно проходят каждый из этапов. Любая ошибка – это добавочное время. Победители определяются по лучшему общему времени прохождения круга. Прошла теория, гимнастика и вот спортивные игры. В гимнастике я не сильна, поэтому гимнастика для меня была достаточно сложной. Спортивные игры были гораздо легче. А теория, тоже нормально по сложности. Думаю, что я справилась. Финальный этап соревнований включает не только борьбу за места среди школьников, но и профобучение и обмен опытом. Так, для представителей команд из регионов проводят 4-дневный курс повышения квалификации. Всего в нем принимают участие порядка 120 тренеров. Сам курс включает лекции о развитии спорта в Якутии, а также мастер-классы, включающие национальные виды спорта и ведущие физкультурные практики. Я здесь представляю нестандартное оборудование для детей. Я когда в Славянской средней школе работал, 1980 года работаю, учителем физкультуры. И там сразу я начал мелкие такие оборудования делать. Сейчас представлены для прыжка в высоту, прыжки на месте. Есть еще метание мяча, мелкие оборудования.
Тренеры и учителя физкультуры из регионов высоко оценивают организацию проведения соревнований. Я первый раз на заключительном этапе по физкультуре. Для меня, я ожидал, что будет очень сильные соперники. Действительно так и есть. Я посмотрел, как другие готовы. Я посмотрел, к чему стремиться, если мы попадем еще раз на заключительный этап. То есть это опыт. Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам и включает в себя как практическую, так и теоретическую часть. Помимо соревнований подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа. Сами соревнования продлятся до 18 апреля, где выявят абсолютных победителей этапов. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. В апреле у жителей Якутии появится дополнительный выходной день в связи с празднованием Дня Республики, который отмечается 27 апреля. В этом году этот день выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесен на понедельник, 28 апреля. Дополнительный выходной предусмотрен региональным законом и распространяется на сотрудников организаций, финансируемых из республиканского бюджета. Организации, финансируемые из федерального или местных бюджетов, а также частные предприятия вправе самостоятельно принимать решения о предоставлении выходного дня своим сотрудникам. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Всего хорошего и до встречи в эфире.